чтобы проголосовать за своего представителя, за своего участника, если вы их одобряете, да, чтобы они стали кандидатами в депутаты, нужно проголосовать через сайт. 27 апреля Ингушский региональный организационный комитет предварительного голосования партии «Единая Россия» завершил регистрацию новых кандидатов на участие в выборах в сентябре 2023 года. В ходе этого голосования должен определиться состав депутатов 5-го созыва городского совета муниципального образования Магаса. Всего кандидатами предварительного голосования единороссов стали 39 человек. Двое из них сегодня знакомятся с потенциальными избирателями. 17 лет стажа работы, если считать 2005, очень скоро будет 18 лет. Работал в школе, работал в управлении образования по городу Назрани, взаимодействовал с Министерством образования. Зара Сингина меня знает по работе с Министерством образования. Работал в общественных организациях, являюсь донором крови, в общественном совете при МВД. Участники предварительного голосования рассказывают жителям Магаса свою биографию, делятся своими программными приоритетами и отвечают на вопросы. Один из кандидатов – Хаваш Багаудин Дарсигов. С 2013 по 2017 годы занимал должности вице-премьера и советника главы Ингушетии. Вот сейчас, слушая людей, понял, что с моей программой мнения людей расходятся с моей программой, поэтому у людей очень много проблем. Я вот, прислушиваясь к этим проблемам, думаю, что надо заниматься именно благоустройством города Магас. Слушать людей, изучать их проблемы и решать эти проблемы. Предварительное голосование пройдет с 22 по 28 мая в электронном формате. Праймериз – внутрипартийное голосование, в ходе которого решается, какие кандидаты пойдут на выборы. Эта процедура дает партиям шанс вывести своих кандидатов в свет и определить, какие из них наиболее сильные. Партия «Единая Россия» – это единственная партия, которая проводит так называемый праймериз, предварительное голосование, внутрипартийное голосование. Мы не боимся вот этих моментов, связанных с возможными рисками. Почему? Потому что мы даже на уровне отбора кандидатов предлагаем нашим избирателям, в данном случае жителям Магаса, выбрать, кого вы хотите видеть в качестве кандидата. На сегодня они только участники предварительного голосования. Если этих участников наши жители города Магас изберут в качестве кандидатов, они уже могут баллотироваться на выборах в сентябре текущего года. То есть другие партии такой практикой не занимаются. У нас такая практика уже более 16 лет. Одна из главных задач «Единой России» – обеспечить честность, открытость и легитимность выборов. И делают все, чтобы была равная конкуренция у всех политических сил. Сегодняшняя встреча стала возможностью для избирателей лично узнать потенциальных депутатов, озвучить свои пожелания, услышать друг друга. Муниципальное образование كتم كبار حمدير ليل دي شتيبنا ليل دي هو بيت حبب بوش حمدير تده ديانه اشتغل كندا شوي ديكا برش حقوج تار ديكا دو حالش كديان شاش زادش اوت ده زادش دي اسبلنيتن اورغانا ديانه ادمنستراسيون دات بولد تار حچق دو دوش كنتروليجي تاخ خود ديانه باخشنا حالت ولد улица хоги. Муниципальные выборы в Ингушетии пройдут 10 сентября. На них будет распределено 476 депутатских мандатов. Подготовка к избирательной кампании в регионе активно продолжается. Уже образовано 137 участков голосования. А главы Назрановского, Сунжинского районов и города Назрани приняли решение создать еще дополнительных 5 пунктов для избирателей. Диана Дударова, Джамалейл Султыгов. Новости 24.